Здравствуйте! Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Беременность — это удивительное время, но она часто сопровождается страхами, сомнениями и огромным количеством вопросов. Как подготовиться к зачатию, чтобы родить здорового малыша? Что реально нужно знать будущей маме, а что лишь опасные мифы? Как проходят занятия в школе беременных и кому они необходимы, и какие изменения в женском здоровье требуют особого внимания в разные периоды жизни? Об этом мы поговорим сегодня. У нас в гостях Варламова Светлана Николаевна, врач-акушер-гинеколог Якутской городской больницы номер 2. Она расскажет о современных подходах к планированию семьи, ведению беременности и женском здоровье в целом. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Наверное, первый вопрос. С чего начинается правильное планирование беременности? Планирование беременности начинается наверное, с коррекции образа жизни. Как минимум за полгода до предполагаемого зачатия. Это отказ от вредных привычек, наладить питание, а также рекомендуется обратиться к акушеру-гинекологу. Может быть, какие-то необходимые анализы сдать? Да, конечно, анализы необходимо сдавать, такие как общий анализ крови, обязательно нужно провериться на наличие анемии. Это распространенная проблема у нас в республике среди женщин репродуктивного возраста. Ферритин, гормоны щитовидной железы, общий анализ мочи. Когда вы подойдете к доктору, доктор обязательно возьмет у вас анализы на инфекции, передающиеся половым путем, цитологический мазок и рекомендует консультации каких-то более узких специалистов при необходимости. При этом надо сдавать анализы как будущему папе или пока достаточно только маме подойти? Папе желательно тоже обследоваться, общее состояние организма проверить, спермограмма по показаниям. Угу. Вот многие женщины ведь считают, что если нет каких-то жалоб, то можно к врачу и не ходить. Но вот миф ли это или действительно есть определенная подоплека? Ну, если нет жалоб, вообще не ходить к врачу как бы опасно, особенно если женщина планирует беременность, потому что некоторые заболевания могут протекать бессимптомно. Например, вялотекущие хронические воспалительные заболевания органов малого таза могут абсолютно не давать никаких симптомов. Женщина может думать, что она абсолютно здорова, при этом это может мешать зачатию. А также может даже привести к выкидышам, к нарушению развития плода. А вот что это за хронические заболевания, которые могут не давать симптоматику? Чаще всего это инфекции, передающиеся половым путем. А вот что к ним относится? Такие заболевания, как хламидиоз, микоплазмоз, урогенитальный уреоплазмоз. Такие вот заболевания. Ну, вот многие считают, что если, допустим, сдал анализ как-то, по пути, там вроде бы все хорошо, и можно и дальше не сдавать. Но при этом, допустим, может быть какой-то спящий период этих инфекций. Вот какая может быть периодичность из сдачи анализов на ЗППП? Ежегодная сдача поможет выявить. А лучше каким методом? ИФА, допустим, или ПЦР? Конечно же, ПЦР — наиболее информативный метод исследования. И он берется не кровь, а мазок? Да, это мазок отделяемый. Но вот многие боятся его, что эта процедура несколько неприятная. Ну, это уже задача гинеколога — расположить женщину, успокоить и объяснить о важности сдачи таких анализов. Но в данном случае нужен все-таки и второй партнер. Половому партнеру показана консультация у уролога. Ну вот мазок тоже надо брать на ЗППП? Мазок, необходимость взятия мазка, скорее всего, уролог определяет. Вот все-таки по поводу образа жизни, питания, вот вы как раз упомянули вначале, что нужно его менять. А вот какие, возможно, витамины, макроэлементы необходимо принимать будущей маме и папе, возможно, для того, чтобы спланировать грамотно беременность, и насколько рано надо это начинать делать?
Вообще, если вы планируете беременность, то анализы лучше сдать за год на такие критически важные витамины, как витамин D и витамин В12. А также не менее чем за полгода начать принимать фолиевую кислоту и йод. Мгм. Ага, в Якутии считается тоже дефицит йода распространенной проблемой, поэтому 200 микрограмм в сутки за полгода до предполагаемой беременности рекомендуется начинать принимать. А также 400-800 микрограмм фолиевой кислоты. Это поспособствует снижению рисков нарушения развития плода, нарушения нервной системы у плода и профилактика в будущем у ребенка отставания вот там в речевом развитии, в психическом развитии. А вот нет ли рисков переборщить с витаминами и с фолиевой кислотой? С фолиевой кислотой нет. Если женщина планирует беременность, то 200 микрограмм никак не навредят. Нужно предварительно обследоваться, поэтому женщина идет к гинекологу, сдает анализы, там анализы щитовидной железы. При выявлении нарушений, естественно, направляется к эндокринологу. Эндокринолог уже решает, показана ей йодопрофилактика или нет. Бывают ситуации, да, когда йод противопоказан. Вот многие еще, начитавшись статей в интернете, активно употребляют витамин D. Вот в данном случае какой совет можете дать? Ну, учитывая, что у нас в республике очень низкая инсоляция, короткое лето, зимой практически солнца нету, дефицит витамина D — распространенная проблема. Но без назначения врача лучше не начинать принимать. А вот по поводу школ беременных, да, вот буквально, наверное, активно эта школа начала работать последние годы. Я помню еще, когда сам работал в поликлинике, только начинался этот период, были какие-то небольшие консультации. Вот что сегодня из себя представляет школа беременных и как туда попасть? Школа беременных, точнее, можно сказать, школа матери, организована в любой поликлиники на базе женской консультации. Ее функция — предоставить помощь женщинам не только в планировании, но и в течение беременности. В школе матери женщины получают информацию о наступлении беременности, о течении беременности, о предстоящих родах. Также организуется такая вот среда для общения между беременными женщинами. Вообще школа матери призвана, чтобы создать комфорт для текущей беременности. А вот с какого периода она может туда попасть? То есть вот как встала на учет на 12-й неделе, или это уже ближе к третьему триместру? Да, как встала на учет. Мы начинаем занятия в школе матери с первого триместра. А вот на базе, допустим, Якутской городской больницы 2, вот у вас в школе беременных сколько сейчас проходит будущих мам такие образовательные циклы? Ну, в нашей больнице еженедельно организуется школа матери по четвергам. И слушателей бывает до 20. Там женщины обычно по желанию приходят. Мы приглашаем. У кого есть время, у кого есть желание. Чаще всего интересуются, наверное, те, кто первый раз. Да. Обычно первобеременные, наиболее такие активные слушатели. А вот что касается последующего, допустим, перед уже самими родами, проходит какой-то инструктаж в школах беременных? Как правильно родить, а потом в последующем еще как правильно кормить ребенка? Да, конечно, такие не инструктажи, а вот познавательные лекции бывают, вплоть до того, как правильно прикладывать ребенка. Обсуждаем это. На манекенах учимся держать ребенка, как правильно прикладывать к груди. А вот вы замечали после этих занятий у мамочек тревожность определенная снижается? Да, конечно.
А, Сколько длится в среднем занятие? Занятие длится час. Ага. А вот по поводу самых частых, наверное, страхов будущих мам, вот за что они переживают? И вот вопросы какие задают на этих школах? Наиболее такой распространенный страх — это страх за будущего ребенка, страх родов обычно у женщин бывает. Смогу ли я сама родить? Смогу ли я его кормить? Будет ли мой ребенок здоров? Такие вот наиболее распространенные, тревожные вопросы женщины задают. Мгм. И это обсуждается не только в школе матери, но и на приеме тоже. Психологический комфорт для женщины. А что помогает преодолеть вот этот страх? Вот какой вы ключик находите для мам, чтобы они раскрылись, успокоились? В нашей школе организована психологическая помощь женщинам. Работает клинический психолог. Мгм. При необходимости женщины обычно выражают на приемах свои опасения, и мы тогда рекомендуем сходить на консультацию к психологу. А вот Психолог уже детально занимается с этими женщинами. клинический психолог, я так понимаю, это специалист с медицинским уже образованием, который непосредственно занимается медицинской стороной вопроса психологии. У вас вот, допустим, клинический психолог, я так понимаю, есть в штате. Да, Ага, он один? один. Мгм. А вот по поводу народных советов, которые существуют у нас, и вот я уже приводил примеры в социальных сетях, в интернете, там разные советы могут дать. Вот, например, вот, что нельзя стричь волосы, вязать, поднимать руки во время беременности. Вот суеверие это или есть какая-то доля истины в этом? Это все мифы, которые не имеют под собой никакого научного обоснования. Конечно, женщинам все можно и стричь волосы, и поднимать руки. Поэтому верить им не стоит. Лучше, если есть какие-то сомнения, лучше обратиться и спросить у своего лечащего врача. А вот по поводу физической активности, нужно ли какой-то соблюдать режим определенный? Может быть, чаще, наоборот, лежать надо и не напрягаться? Или, наоборот, нужно ходить, там какие-то небольшие тяжести все равно поднимать? Все зависит от состояния женщины. Но вообще небольшая физическая нагрузка рекомендуется при нормальной текущей беременности. Например, даже можно какие-нибудь посоветовать физические упражнения, есть специальные для беременных, йога, плавание, акваэробика. Не рекомендуются контактные виды спорта, спорт, который с рисками падения, ударов, верховая езда, все в таком роде. Очень часто сейчас ставят тонус матки. Да? Вот при этом состоянии насколько физическая активность допустима? Тонус матки это нормальное физиологическое явление. Матка реагирует на шевеление плода и немного сжимается. Это физиологично. При патологическом тонусе, когда вот женщины постоянно жалуются на тонус, скорее всего идет речь о дефиците магния, кальция. И прием таких препаратов помогает уменьшить такие явления. Ну а тем не менее вот физическая активность тут показана или лучше отдохнуть? При тонусе матки лучше, наверное, отдохнуть. Потому что когда матка сжимается, приток крови уменьшается к плоду, к плаценте, поэтому лучше расслабиться, полежать, отдохнуть. Вот по поводу питания тоже вначале был затронут вопрос. Вот беременная должна есть за двоих или все-таки за саму себя? И ложечку сверху просто. Да, это тоже такое ошибочное мнение, что женщина должна в 2 раза больше кушать. На самом деле нет. Женщина должна питаться как обычно. И вопрос стоит не в количестве питания, а в качестве питания. Женщина должна включать в свой рацион обязательно белки, сложные углеводы, клетчатку.
Самое важное — это сбалансированно питаться во время беременности. Да, в третьем триместре немного увеличивается потребность в калориях у женщины, потому что там и как бы уже тяжело носить этот плод, там физическая нагрузка на организм возрастает. 300-400 калорий плюс идет в третьем триместре. Можно чуть-чуть добирать калорий. А так женщина в норме должна набирать 9-13 килограмм за счет роста плода, роста матки, плаценты, околоплодных вод. И не переживать, что потом это все останется. Ну, если женщина соблюдает рекомендации врача, там не переедает, активный образ жизни, то да, ей переживать не стоит за то, что эти килограммы останутся, при том, что при грудном вскармливании килограммы обычно уходят за счет выработки молока. А вот какие тревожные симптомы во время беременности нельзя игнорировать вот точно? Существует ряд тревожных симптомов, при которых обязательно нужно вызвать скорую помощь беременной женщине. Это кровянистые выделения из половых путей, вдруг резкие какие-то жидкие выделения, если появились, резкие непроходящие боли внизу живота, чрезмерная активность плода, либо когда плод совершенно не шевелится, это уже после 20 недель. Также может быть тошнота и рвота более 5 раз за день. И если наступил резкий отек, допустим, сегодня вечером женщина была абсолютно нормальна, а утром она увидела, что руки, ноги и лицо все отекло, обязательно нужно вызвать скорую. Также повышение артериального давления свыше 130 на 90 миллиметров ртутного столба, нужно обязательно обратиться в скорую помощь. И нарушение зрения, такой тоже тревожный симптом, когда женщины пелена перед глазами, мелькание мушек, может свидетельствовать о том, что, возможно, развилась преэклампсия. Это тяжелое осложнение течения беременности, поэтому такие симптомы игнорировать нельзя. А вот по поводу вот симптомов, наверное, после родов, недержание мочи, боль в спине, вот, как с ними быть? Это нормально? Эмоциональные качели? После родов такая симптоматика не является нормальной и может свидетельствовать о травматизации родовых путей, травматизации уретры, скорее всего. Нужно обратиться к гинекологу, проконсультироваться. Возможно, потребуется консультация уролога. Гинеколог обычно рекомендует упражнения Кегеля, допустим, какие-то методики БОС-терапии. Если отсутствует эффект от таких мер, то, возможно, даже потребуется хирургическое лечение. Это при тяжелом недержании мочи. Что касается психоэмоционального состояния женщины после родов, тут важно не пропустить послеродовую депрессию, там какие-то эмоциональные качели. Обычно в течение 42 дней женщина еще наблюдается в женской консультации регулярно после этого. Если женщина ощущает какую-то тревожность, то рекомендуется также обратиться к психологу, который поможет справиться. Ну, такое может быть, тем не менее. Редко, но бывает, конечно. Эти осложнения не являются обязательными, что вот каждая женщина такое нет. Ну и нормы нет. В норме качели — это норма. Сказать, что качели — это не норма, нет. Это может быть вот признаком послеродовой депрессии, которую не стоит игнорировать. Вот по поводу грудного вскармливания, все-таки это важный элемент для здоровья и мамы, и малыша. Если вот, мы понимаем, что есть преимущества грудного вскармливания, но вот какие они основные, в отличие от питания на смесях? Для малыша, конечно, безусловно, это очень важно, особенно в первые 6 месяцев, когда ребенок получает с молоком все питательные вещества, антитела, иммунитет с молоком матери. А для мамы это вот связь с ребенком, психологический комфорт развивает грудное кормление.
а также профилактика рака, например, молочной железы. Мгм. А вот до какого возраста рекомендовано кормить? Когда надо отучать эту грудь? Рекомендуется, основное питание рекомендуется до полугода, Мгм. и до года уже как бы как дополнительное кормление ребенку для установления больше такой психологической связи между мамой и ребенком. Мгм. А иммунная защита в данном случае? Да, иммунная защита есть до 6 месяцев. Антитела, которые вырабатываются организмом матери, попадают ребенку с молоком. Но после 6 месяцев этот процесс как бы приостанавливается. Дальше уже с 6 месяцев ребенок сам вырабатывает свои собственные антитела. Мгм. А вот есть ли ситуации, при которых вообще кормить грудью не рекомендуется? Да, бывают такие ситуации. Например, при резус-конфликте, при конфликте по АБ0 грудное кормление не рекомендуется. Опять же, в связи с тем, что вырабатываются антитела Мгм. в молоке. Может быть, это связано с органическими нарушениями в молочной железе, при хирургических каких-то вмешательства на молочную железу, импланты в молочных железах. Бывает, что женщина начинает кормить грудью, да, потом там начинаются какие-то проблемы, лактостаз, мастит. Вот в этот период лучше не кормить. А также, если мама принимает какие-то лекарственные препараты, которые ей жизненно необходимы, потому что все это переходит в грудное молоко и может неблагоприятно вызвать аллергию там у ребенка. Мгм. Вот по поводу такой важной темы не могу не затронуть рак шейки матки и молочных желез. Все-таки у женщин это одна из самых распространенных онкологических патологий, которые в последующем случае ее несвоевременного выявления приводят к малигнизации процесса, метастазированию, и тем самым период жизни женщины сокращается в разы. Вот первые шаги для того, чтобы провести профилактику этих заболеваний? Что нужно женщине, девушке знать? Женщине важно знать, что в поликлиниках существует такое понятие, как диспансеризация. Диспансеризация направлена на раннее выявление рака молочной железы. Проводится раз в 2 года маммография молочной железы, где доктор может что-то заподозрить, направить на УЗИ молочных желез. Что касается рака шейки матки, желательно от начала половой жизни, как женщина начала, ежегодно проходить скрининг на рак шейки матки. Сейчас у нас проводится комбинированный скрининг. Мы берем жидкостную цитологию и плюс ВПЧ-тест. Мгм. Вот эти такие простые исследования помогают профилактировать рак шейки матки. Что касается профилактики в целом, это от женщины зависит. Это образ жизни, отказ от вредных привычек. Если женщина, допустим, родила, она должна покормить грудью. Кормление грудью это снижает риск рака молочной железы. И наличие одного полового партнера. А вот, может быть, есть какие-то факторы риска возникновения шейки матки? Факторы риска — это такие, как раннее начало половой жизни, большое количество половых партнеров могут привести к, как бы сказать-то, Значит, к эрозии, наверное, к воспалительным каким-то процессам, которые в последующем могут... Да, могут привести к тому, что женщина может получить половым путем вирусы папилломы человека, особенно опасные вирусы 16-18 типа, онкогенные вирусы, и заболевания, передающиеся половым путем. Чаще всего раком шейки матки подвержены женщины фертильного возраста. Это от 30 до 45 лет.
Ну вот, а по поводу, вот все-таки вы четко отметили, что есть вот период 30-45 лет фертильность, там и уровень половых гормонов все-таки разный. Вот когда женщине нужно следить за этим уровнем половых гормонов? И при нормальном менструальном цикле нет необходимости вот следить за... Мгм. Когда идет какой-то сбой менструального цикла, тогда лучше обратиться к врачу и провериться на гормоны. Лютeinизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, тестостерон, все эти анализы сдать. Нарушение вот этих вот гормонов может приводить к ранней менопаузе, Мгм. нарушению фертильности, снижению авриального там резерва. Мгм. А вот как раз-таки в прошлом, по-моему, году была запущена диспансеризация по типу оценки репродуктивного состояния здоровья женщин. Вот кто может пройти эту диспансеризацию, в какой период и в какие сроки? И какие анализы в рамках нее сдаются? Диспансеризация проводится ежегодно для женщин с 18 лет до 49 лет, живущих половой жизнью. Анализы там берутся обязательно. Анализы на заболевания, передающиеся половым путем, на скрининг рака шейки матки. И при необходимости по показаниям уже там УЗИ органов малого таза Мгм. и УЗИ молочной железы. Это все бесплатно в рамках ОМС. Да. То есть раз в год, в любое время она должна подойти непосредственно к своему гинекологу. Да. Мгм. А вот есть ли какие-то в Якутии, ну вот кроме диспансеризации, все-таки это направлено на широкие слои населения, какие-то отдельные программы для женщин с патологией, с риском каким-то, с осложненным течением беременности? Женщины с осложненной беременностью у нас Может быть, где-то социальная поддержка, психологическая поддержка не осуществляется? у нас в Якутии существует трехэтапная мера оказания медицинской помощи. Это утверждено Минздравом республики приказом от 2017 года. Согласно маршрутизации, в зависимости от состояния женщины, от состояния плода, она направляется на уровень. Первый уровень — это у нас поликлиника, да? Второй уровень — это городские структуры, и третий уровень республиканского значения, например, медцентр. Мгм. И в зависимости от... Существуют алгоритмы, Мгм. маршрутизация утвержденная, что вот с такой патологией женщина направляется в то-то медучреждение, а с такой вот тут обследуется. Существует перинатальный центр. Даже вот женщина, если планирует беременность, у нее какие-то трудности с зачатием, согласно маршрутизации, женщина должна быть направлена в отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Мгм. Если женщина уже беременная, имеет какие-то осложнения, допустим, отягощенный анамнез, то она обязательно должна быть, согласно маршрутизации, направлена на третий уровень для консультации и выявления дальнейшей тактики ведения этой женщины. Ну и вот не могу не спросить, менопауза. Вот можно ли справиться с ней без гормональных препаратов? Ну и вообще, если вкратце, что это такое? Менопауза — это период в жизни женщины, когда у нас приостанавливается менструальная функция. Простыми словами, женщина перестает менструировать, Она испытывает, видимо, какой-то еще дискомфорт. не обязательно. Но бывает, да, нарушение менопаузы. Не все женщины испытывают эти нарушения менопаузы, потому что организм обычно адаптируется, старается адаптироваться к изменениям, которые вот происходят. Но иногда бывает, что да, срыв адаптационных систем и нарушения, вегетативные нарушения, там нарушение иннервации, женщине то холодно, то жарко. Вот-вот. Вот такие вот бывают. Повышается артериальное давление, могут быть нарушения
связанные с обменом кальция, такие как остеопороз развивается. Гормональные препараты — это препараты выбора, менопаузальная гормональная терапия. Прямо вот заставить пить женщину, конечно, мы не можем. И даже бывает, что женщины как-то побаиваются гормонов. Но рекомендовать и убедить женщину, что вот ей необходимо, особенно при тяжело текущем менопаузальном синдроме. Да. Ну, то есть, в принципе, можно справиться и без гормональных препаратов, но есть, тем не менее, методики, которые позволяют женщине их применять. Методики вот такие вот безгормональные, это, конечно, зависит от самой женщины. Ей нужно пересмотреть свой образ жизни, питание, отказ, опять же, таки от вредных привычек, добавить физическую активность в свою жизнь. Чаще всего, да, бывают нарушения у женщин с гиподинамией, которые сидячий образ жизни, с ожирением вот у них. Поэтому им нужно изначально вот свой образ жизни менять, если они хотят справиться с этим без гормонов. Спасибо большое, Светлана Николаевна, что подошли к нам в студию. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был врач-акушер-гинеколог Якутской городской больницы номер 2 Варлама Светлана Николаевна. И мы говорили о вопросах зачатия, протекания беременности, куда необходимо обращаться в случае возникновения осложнений, на какие симптомы необходимо обращать внимание в случае каких-то экстренных ситуаций и когда необходимо обратиться к врачу. Ну и как беречь свое женское здоровье для того, чтобы родился здоровый ребенок и была счастливая семья. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Оставайтесь вместе с нами. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. С вами был Иван Луцкан. До свидания.